В Америке свирепствуют смерчи и торнадо. Европу заливают наводнения. Юго-Восточную Азию сотрясают землетрясения и цунами. Многие считают, что в нашем тихом краю ничего подобного и быть не может. Однако, оказывается, и Коми-республика не застрахована от природных катаклизмов, в том числе от землетрясений. 100 лет назад, 13 января 1939 года, содрогнулась земля на Сысоле. Произошло сразу 2 землетрясения с интервалом в 3 минуты. Тряску ощутили жители 2 десятков деревень. Учеными установлено, что эпицентры 2 событий были вблизи села Чукаи на северо-западе и Нючпас на юго-востоке. Вот что написал после случившегося учитель Пойолдинской школы Кондратьев в Республиканский краеведческий музей. Там земля содрогалась силой в 5 баллов. Вечером, примерно в 7 часов 45 минут, чувствовался сильный подземный толчок. Во многих домах образовались трещины в печах. Открывались двери, на столах тряслись самовары, ножницы и прочее. Колхозники очень интересуются причиной этого явления, но мы не можем объяснить ничем и никак. Есть слухи, будто в Чукаыбе в это время видели какое-то освещение. Моя просьба – дайте нам хотя бы приблизительное объяснение, от чего могло быть такое явление. На письме появилась следующая резолюция. Ответа не дано ввиду сложности и трудности вопроса, за неимением специалиста. По мнению геофизиков, это было самое крупное землетрясение на восточноевропейской платформе. В 1939 году его зарегистрировали 5 сейсмостанций. В каталогах и специальных бюллетенях это событие обозначили как Сысольское. Известно о нем мало. Те сведения, которые дошли до нас, чрезвычайно скудные. И несмотря на то, что в некоторых районах сила толчков достигала 7 баллов. Но все объясняется просто. В те годы действовал прямой запрет на публикацию материалов о разного рода авариях, бедствиях, аномальных событиях. Приблизительную схему произошедшего ученые выстроили лишь спустя десятки лет. И то благодаря опросам жителей. Вот как жители сел описывали эти события в начале 90-х прошлого века. Начал перекачиваться стол. Из посуды выплескивалась жидкость. Скрипела мебель, дребезжали стаканы. Во время ужина тарелки с хлебом и едой на столе передвигались. Территория северо-востока европейской части России в сейсмическом отношении считается относительно спокойной. Поэтому неудивительно, что Республика Коми, которая включает значительные территории Европейского севера и северную часть Урала, до последнего времени с точки зрения изучения сейсмичности являлась белым пятном. В Сыктывкаре первая сейсмостанция была установлена лишь в 1996 году. Это помещение сотрудники обсерватории любезно согласились нам показать. Хотя входить сюда и даже подходить близко к этому объекту просто запрещено. Обычно сейсмографы ставят подальше от населенных пунктов и дорог. Иначе лай собак или рев техники будут забивать запись сейсмографов. И определить в этом техногенном шуме землетрясения будет очень сложно. Это сейсмоприемник. Тот прибор, который регистрирует колебания движения Земли. Запись трехкомпонентная, как везде. Чтобы объем писать, это север, юг, запад, восток и вертикальная компонента. Ну, как в математике X, Y, Z. Движение Земли, минимальное колебание, все это регистрируют приборы. По каналу связи сам регистратор идет, вот этот вот блок, который вы увидите, и дальше уже передается в память на винчестер купа и по любому каналу связи, какой возможно придумать, то ли там по кабелю, то ли GPS, то ли просто по сотовой связи, мы передаем это в институт. В реальном времени отсюда запись приходит в институт. Таких станций непрерывных сейсмических наблюдений у Сыктывкарской геофизической обсерватории сегодня 2. Одна стоит здесь, под Сыктывкаром, вторая в селе Грива Кайгородского района. Некоторое время еще одна станция снимала показания сначала в Ижме, потом переезжала в Серегово и Зимстан. На сегодняшний день она не работает. Ее хотят поставить в селе Пожег Усть-Куломского района, чтобы исследовать Кировско-Кажемский авалокоген. Это линия разлома земной коры, на которой проходят сложные процессы перестройки.
Эта узкая зона протягивается от Сыктывкара до Кирова. На данный момент у нас имеется 3 станции. Наиболее оптимальный вариант – это установки станции по треугольнику, чтобы при обработке достаточно четко и точно определить местоположение того или иного сейсмического события. Нам сейчас важно посмотреть, как идут движения локально, вот именно в этой структуре. Сейчас мы занимаемся исследованиями по всему локогену, то есть пробуем, какие подвижки идут внутри самой структуры, идут ли они вообще. По материалам исследований сотрудники института выделили 4 зоны на территории Коми, в пределах которых возможны землетрясения. В одну из них попал и Сыктывкар. В 2004 году в 30 километрах от столицы республики в селе Додь Кировского района было зафиксировано 3-бальное землетрясение. В зону активности попадают и северные города – Воркута, Инта. Здесь, помимо природных, наблюдаются землетрясения и техногенного характера. В Инте в начале 90-х из-за обрушения в угольных шахтах были зафиксированы техногенные землетрясения силой в 4,5 балла. От них пострадали старые бараки. В мае 2005 года в Воркуте произошло 5-бальное природное землетрясение. Очаг располагался в 30 километрах северо-восточнее Воркуты. Сейсмически наиболее опасной зоной считается зона Кирово-Кажемского облакогена. Градация цветов совершенно очень понятно. Здесь, значит, возможно, более слабое землетрясение, здесь чуть посильнее, но вот здесь вот эта зона 7-бальный охват. Там возможно землетрясение силой до 7 баллов. И, по мнению ученых, больше всего трясет именно здесь. Несколько лет назад ученые составили схему сейсмического районирования. Она ежегодно пополняется. Участки выделены достаточно правильно. По словам ученых, землетрясений вне обозначенных зон пока не было. Данные сейсмических станций к нам поступают непрерывно, в цифровом виде. Моя задача вот в этом непрерывном потоке цифровой информации выделить интересующие нас сейсмические события. Вот в первичную обработку входит, значит, качественный анализ вот этой самой цифровой записи, сейсмограммы. На предмет определения, значит, какого рода это событие. Оно телесейсмическое, то есть очень далекое, либо оно региональное, либо локальное, либо местное. Естественно, нас интересуют локальные события, то есть местные. После установки сейсмостанций в Коми учеными было зарегистрировано более десятка землетрясений. Самое сильное из них – Емвинское. Произошло 17 сентября 2004 года вблизи поселка Ракпас Книжпогосского района. Этот толчок почувствовали все жители населенного пункта. Сейсмическое событие зафиксировали 25 станций – пермские, архангельские и даже финские станции. Опираясь на слова очевидцев и обработав записи сейсмографов, Емвинское землетрясение оценили как 5-бальное. Когда происходит вот это вот редкое событие, ну, может быть, там 2-3 раза в год, наша задача состыковаться с близ расположенными сейсмическими станциями, там, с пермскими, с архангельскими. Моя задача правильно расставить сейсмические фазы, то есть моменты вступления сейсмических волн. Прежде всего, определение правильного местоположения эпицентра землетрясения и расчет характеристики его. В 10 километрах от Ракпаса в поселке Тракт землетрясение тоже ощущали, но не так явно. Директор школы разговаривала по телефону с сотрудницей, находившейся в Емве. И обе одновременно почувствовали, как их качнуло. Через некоторое время вблизи очага землетрясения произошел разрыв газопровода. По мнению специалистов, это стало последствием землетрясения. Все сводилось к тому, что это все-таки последствия. То есть, если на каком-то этапе, значит, прошел разрыв коренной плотности, да, на глубинах, через несколько дней сработала вот эта верхняя часть, такой замедлен, где пластичные провода наверху, они просто постепенно тянулись и рвануло. Мы обращались, но когда мы сказали, что, скорее всего, это действительно последствия землетрясения, сначала было здорово, потому что,
авария, все нормально, природа, виноватых нету. С другой стороны, становится вопрос, а значит, надо строить-то по-другому. Значит, появляется другой критерий. Значит, надо строить с учетом вот этой сейсмической опасности, а это дополнительные затраты. Гораздо проще было даже списать на какой-то технологический. Хотя я не исключаю, что возможно и это. – 11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение силой в 9 магнитуд. Эпицентр находился в 400 километрах северо-восточнее Токио. Вскоре в том же районе 11-12 марта произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6. Эпицентр одного из них находился всего в 67 километрах от Токио. У нас таких землетрясений, конечно, не бывает. Но волна землетрясений из Японии докатилась и до Коми. Сама волна землетрясения может пройти по земле 2-3 раза от мощного землетрясения. Ну, вот это от тех, скажем, вот японских там или Суматра землетрясения мы здесь регистрировали, ну, точно 2 раза волна прошла. Волна вокруг Земли от него. И через Землю. Так. Мы регистрируем здесь своими станциями с 4,5 по магнитуде с любой точки Земли. За год на Земле происходит несколько сотен тысяч землетрясений, то есть в среднем 1-2 в минуту. Сила их различна. Сильные ощущаются человеком, но большинство улавливаются только высокочувствительными приборами. По словам сейсмологов, люди такие колебания не замечают. Беспокойство могут проявлять только животные, организм которых более чувствителен к колебаниям земной коры. Регистрируются достаточно часто в той зоне, поскольку они слабенькие, мы не все можем записать или не можем все правильно распознать, идентифицировать, что это, землетрясение или нет. Все-таки это большая трудность, поскольку мы имеем непредставительную такую сеть станций. По словам геофизиков, никакой периодичности землетрясений в нашем регионе нет. И точно предсказать время и место этих событий, к сожалению, на сегодняшний день тоже невозможно. Но ученые стремятся к этому. Предсказать несчастье удавалось в Китае и Японии, на Камчатке. Чтобы фиксировать малейшие движения в земной коре, необходима сеть станций по всей республике. Как говорят сейсмологи, хотя бы через каждые 100 километров. Возможно, это увеличит шансы делать точные прогнозы. И ученые научатся определять время и место подземных бурь. А то, что они будут, сомнения ни у кого не вызывает.